Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Чеченская республика лидирует среди субъектов России по многим направлениям. Рамзан Хаджикадыров провел итоговое совещание правительства. Нам удалось снизить безработицу до 5%. Завершилось строительство дороги Р-217 «Кавказ» в обход Гудермеса. В торжественной церемонии принял участие глава региона. Хочу отдельно поблагодарить всех дорожников-строителей и проектную команду Чечни, лично Рамзана Ахматовича Кадырова. Единство народа в России – основа безопасности Отечества. Конференция с участием видных религиозных деятелей прошла в Грозном. Главное достояние нашего многонационального и многорелигиозного народа – его единство. Важное событие в жизни села Новолакское Республики Дагестан. Там после реконструкции открылась старинная мечеть. Финансовую поддержку оказал региональный общественный фонд. Указом главы Чеченской Республики 28 декабря объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой. Напомню, что она случилась в среду. Самолет, летевший из Баку в Грозный, не смог приземлиться в аэропорту чеченской столицы и направился в город Актау в Казахстане, где совершил жесткую посадку. Соболезнования родным и близким погибших принес Рамзан Хаджикадыров. Реализация национальных проектов, вопросы демографии, привлечение инвестиций и обстановка в зоне СВО. Итоги уходящего года подвели на заседании правительства под руководством главы региона. Рамзан Хаджикадыров заслушал доклады чиновников, а отличившимся руководителям министерств и ведомств вручил награды. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. 2024 год подходит к концу, запомнится он множеством значимых событий и мероприятий. Это съезд народа Чеченской Республики, Кавказский инвестиционный форум, выборы президента страны и многое другое. Об этом в итоговом совещании правительства Чеченской Республики рассказал глава региона Рамзан Хаджикадыров. Он также отметил, что регион достиг значительных успехов в социально-экономической сфере. Один из них – это снижение безработицы до 5%. Сегодня мы подводим итоги уходящего года. Мы успешно провели большие и важные мероприятия. Это съезд народа Чеченской Республики, выборы президента Российской Федерации, Кавказский инвестиционный форум, в котором приняли участие более 4000 делегатов. Нам удалось снизить безработицу до 5%. И это при стабильном приросте населения. В этом году он составил около 22 тысяч человек. Реализуется 80 региональных проектов. Чеченская республика занимает движущее первое место по реализации нацпроектов среди всех субъектов России. В текущем году также реализовали 160 инвестиционных проектов и создали 1641 рабочее место. Чеченская республика – лидер в реализации национальных проектов. Об этом в своем докладе рассказал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Социально-экономическая сфера республики достигла существенных показателей. Снизился уровень безработицы, увеличилась заработная плата, привлечены инвесторы и многое другое. Подробно о всех достижениях за уходящий год рассказал Магомед Даудов. Благодаря слаженной работе представителей команды первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджикадырова Далгазват Кобалдольцина, под вашим руководством, несмотря на все сложности, мы завершаем 2024 год с ростом основных показателей социально-экономического развития Чеченской Республики. Валовый региональный продукт составил 315 миллиардов рублей с ростом 104,7%. Объем отгруженных товаров вырос на 36,5%. Объем промышленного производства на 29%. Объем строительных работ на 72%. На 3% вырос объем производства продукции сельского хозяйства. На 6,4% оборот розничной торговли. Численность населения выросла на 21 800 человек и составила 1 569 000 человек. Средняя зарплата увеличилась на 11% и составила 40 580 рублей. В рамках реализации вашего поручения по снижению безработицы легализовано и создано более 12 000 рабочих мест. В результате принятых мер удалось снизить уровень безработицы с 8 до 5%. Реализуется 20 государственных программ,
на 157 миллиардов рублей, включающих 80 региональных проектов на 40 миллиардов 47 миллионов рублей, в том числе 47 проектов, входящие в национальные проекты. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов отметил первостепенные задачи на предстоящий год. В 2025 году правительством Чеченской Республики будет продолжена работа по оздоровлению государственных финансов, увеличению налогового потенциала, снижению теневой экономики и созданию рабочих мест, а также реализация государственных программ, национальных проектов, инвестиционных проектов, в том числе таких значимых, как строительство многофункционального высотного комплекса «Башня», «Ахмат», завода по производству азотного удобрения, логистического центра компании «Озон» и особые зоны Грозный и Ведучий. Глава региона поблагодарил председателя правительства республики за отличную работу. Как отмечает Рамзан Хаджикадыров, Магомед Даудов сомневался, справится ли с такой ответственной должностью, но итоги проделанной работы доказывают, что со своими задачами он справился на высшем уровне, подчеркивает глава республики. Председатель правительства волноваться, на самом деле, да, он первый год, как никогда, самый лучший показатель, что год довольно, да, обязательства, я свой, да, начало года, рыбош, проблем, это благодаря, в первую очередь, заслуга Даудова, и всей команды нашей, За уходящий год региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджикадырова оказал финансовую поддержку в размере 4 миллиардов 939 миллионов рублей. Это улучшение жилищных условий, денежная и продуктовая помощь, постройка и ремонт социальных объектов и многое другое. Подробно о проделанной работе рассказал генеральный директор фонда имени шейха Заида Анвар Усманов. На лечение, образование, приобретение строительных материалов, хадж, умра и другие на общую сумму 4 миллиарда 939 миллионов 927 тысяч рублей. Социальную помощь получили более 1 миллиона 300 тысяч человек, продуктовые наборы 1 миллиона 133 тысячи комплекты одежды и школьных принадлежностей, 3730 единиц, крупный и мелкий рогатый скот более 40 тысяч голов. Построено и отремонтировано более 30 тысяч социально значимого объекта, объекты образовательных организаций, лечебных учреждений, спорта, культуры, религиозные объекты, мечети, зиярты и медресе. Глава региона поручил руководителям ответственно относиться к выполнению поставленных задач. Грамотное управление способствует улучшению качества жизни, отметил Рамзан Хаджикадыров. Бизнесмен, инвестор, малый, средний бизнес, развивать еще сам шавериги церковь чахолшу. Больше в первую очередь ши интерес халция. 99% армии дошли все хуки хаушбаста. Стаба масагада шабал муслим строитель дал ши хажа конкурс объявить ши юр хег соответствующий что материал маец мама телефон доверия именно бизнесмен предприниматель даил номер ши так доверяй дома есть телефон телефон то она вас доверяй хогосу харбо Мир принимать из особезия, али вукага, али танда, али мир принимать из дастон. Председатель правительства региона Магомед Даудов поблагодарил главу республики за постоянную поддержку в улучшении благосостояния региона и его жителей. ولا تقول كي دردون والجميدر يقال موح كتابن ويقومون شو سادة للدون ويقدم دين نقشي يوصيلات قيتن دعوة ترى رمزان ماش مصو правитель сарах ومسري وكمان عملوا сарах ديون ديريز خليلون. За большой вклад в развитие республики и высшую награду региона орден Кадырова вручили руководителю управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике Саиду Тумхаджиеву и заместителю министра финансов Сулейману Джунаидову.
Указом главы Чеченской Республики за достигнутые успехи в работе, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, и по итогам 2024 года награждаются орденом Кадырова Тумхаджиев Саид Бухарович, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике. Орденом Кадырова награждается Джунаидов Сулейман Сираждиевич, заместитель министра финансов Чеченской Республики. Руководители министерств и ведомств также отметили республиканскими наградами, медалями и благодарственными письмами. Медалью памяти Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, награждается Ибрагимов Иса Магомед Хабиевич, министр культуры Чеченской Республики. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждаются Кадыров Хамзат Зелимханович, секретарь Совета Безопасности Чеченской Республики. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Мацуев Висхан Зелимхаевич, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Чеченской Республики. Медалью защитнику Чеченской Республики награждается Висмурадов Абузаид Джандарович, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Почетным знаком за трудовое отличие награждается Даудов Магомед Хожахмедович, председатель правительства Чеченской Республики. Тумхаджиев Иса Абубакарович, первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Чеченской Республики. Почетным знаком за трудовое отличие награждается Кадырова Табарик Рамзановна, учредитель группы компании «Ирс Групп». Присваивается почетное звание «Заслуженный экономист Чеченской Республики» Таймасханову Галасу Султановичу, руководителю администрации главы и правительства Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики» Кадыровой Айшат Рамзановне, заместителю председателя правительства Чеченской Республики. Садулаеву Ломали Шахмирзаевичу, первому заместителю директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики Чеченской Республики» Кадыровой Хадиже Рамзановне, первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министру Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» Кадырову Ахмату Рамзановичу, министру Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чеченской Республики» Алханову Адаму Руслановичу, министру здравоохранения Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чеченской Республики» Кадыровой Хутмат Рамзановне, помощнику главы Чеченской Республики. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждается Висмурадов Рамзан Абузайдович, министр Чеченской Республики по делам молодежи. Он как никогда хорошо дикчак война 25 года 28 миллиардов пятилетки удана вы белштики будал он хотундал духовых кедикер бошмо Ахмад сила Аллаху акбар. Глава региона остался доволен работой правительства Чеченской Республики за уходящий год. В ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал Грозный современным российским чудом, а это большой показатель, отметил Рамзан Хаджи Кадыров. Халимат Шахидова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Москве прошло заседание Государственного совета под председательством Владимира Путина. Подводились итоги года семьи. На встрече с главой государства присутствовал и Рамзан Хаджи Кадыров. Глава республики дал интервью журналистам, в ходе которого рассказал об успехах региона в демографии, а после принял участие в акции «Елка желаний». Подробности далее в сюжете.
Совсем скоро в Георгиевском зале Кремля пройдет заседание Государственного совета, где будут обсуждать поддержку семей в Российской Федерации. Принять участие приехал глава Чеченской Республики. Он прокомментировал журналистам демографический прирост в регионе. К слову, этот показатель является лучшим в стране. Поддержка детям, которые оказывает федеральный центр, это очень сильно помогло. Наша девушка задала вопрос, у нас места не хватает в школах, детских садах. Рождаемость выше, а условий социально не хватает. Будет ли отдельная программа? Я думаю, что это все вместе должно. Главный субъект должен работать с населением. Надо в общем работать телевидение, радио, газеты, мечети, церкви. Везде надо вести пропаганду. Надо жить. Мы рождены для того, чтобы создавать семьи, строить дом. Дальше дом будущее. Мы провели 27 мероприятий. У нас больше обычаев, традиций, религии. На этом мы акцентируем внимание. И плюс федеральная поддержка больше давала стимул людям, которым не было возможности жениться, иметь семью. Так была большая возможность. Поэтому у нас большая рождаемость. Кстати, да, вчера президент сказал, что девочки нужны, хватает вот в вашем регионе женщин. У нас и хватает и женщин, и мужчин хватает, и все в норме, 100%. Рамзан Хаджикадыров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с елки письма детей из Чеченской Республики и дал обещание выполнить их мечту. Да, мечта – это самокаты. Опасно, но все равно мечта есть мечта. Сейчас ждайте поручения, чтобы немедленно выполнить. Есть уже через час будет все исполнено. Все, спасибо. На самом заседании собрались представители правительства, партий и органов местного самоуправления. Владимир Путин подчеркнул, что семья – это важный элемент в жизни любого человека. В уходящем году много сделано было, чтобы семья укрепила свое важнейшее базовое значение в российском обществе, утвердила свой высокий нравственный статус. Такую работу по сохранению и развитию семейных традиций, ценностей, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать. И особое внимание уделять многодетным семьям. Они должны стать примером успеха и большого общественного признания. Президент страны напомнил, что в демографическом плане преуспевают Чеченская Республика и Тыва. Здесь наибольший процент рождаемости. Самая высокая рождаемость у нас в Чечне, Чеченской Республике и в Тыве. Вот я сейчас только попросил коллег вот слева и справа от меня сидящих дать мне информацию о доходах на душу населения. Третий квартал текущего года. Доход на душу населения в Чечне 49 936 рублей. Доход на душу населения в Тыве 32 148 тысяч рублей. Так, 32 148. Средний доход на душу населения в Российской Федерации 61 197 рублей за третий квартал. Разница чувствуете, да? 61 197 в целом по стране и 32 тысячи в Тыве. А если взять Москву и Петербург, то доход на душу населения в Москве и Петербурге еще выше, гораздо выше. А рождаемость гораздо хуже, чем в Тыве или в Чечне. Почему это происходит? А потому что на Кавказе и в Чечне, в частности, и в Тыве, там можно как угодно относиться к вопросам тейповости, клановости, там чему угодно. Но институт семьи там крепкий. Можно как угодно относиться к обычаям, так сказать, тех или других народов, даже входящих в состав Российской Федерации. Но этот институт, он традиционно крепкий. В 2025 году Чеченская Республика продолжит работать над укреплением семейных ценностей, заверил Рамзан Хаджикадыров. Ислам Ершов, Артур Хацеев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В тот же день дети из Чеченской Республики, принявшие участие во всероссийской акции «Елка желаний», получили свои подарки. Ранее на съезде Государственного совета Рамзан Хаджикадыров пообещал исполнить их мечту. Абдул-Халим Митаев получил от главы региона 2 велосипеда и множество сладостей. А вот Сумае Саиевой подарили новый телефон. Ее отец – участник СВО.
Sáng điện xã khó, uống điện với khó, đặc biệt cái điều cả rồi. ده سايل باتش رمزانا يسنن كمخير واسر أرم صوت شرخ أرم شيو صاخل لمدات. Байсангуру Шипиеву из города Шали подарили электросамокат. Сам мальчик находится на лечении в столичной больнице, поэтому гостей встретила со словами благодарности его тетя. Байсангур самокат ешвар. И это вы почему хая тенцун из Новый год желание это из. Ах, дерез ходит рамзанина тунан эйманина. Мастобери хауш буш сабу гдешбу. Рамзан Хаджикадыров встретился в Москве с руководителем администрации президента Антоном Вайна и секретарем Государственного совета Алексеем Дюминым. Обсудили ключевые вопросы по укреплению внутренней политики и развитию Чеченской Республики. Глава региона выразил благодарность за всестороннюю поддержку. Он отметил, что следующий год должен быть более продуктивным. Следующий год обещает быть еще более продуктивным и успешным для нашего региона. У нас есть сильная поддержка со стороны федерального центра, которая позволит наиболее эффективно и оперативно решать все проблемные вопросы. В Чеченской Республике ввели в эксплуатацию участок автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» в обход Гудурмеса. На церемонию открытия прибыли почетные гости, среди которых глава региона Рамзан Хаджикадыров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Мероприятие состоялось одновременно с запуском других дорожных объектов в нескольких регионах России. Сюжет Хавы Айдамировой. Церемония открытия третьей очереди федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» обход города Гудермес проходит совместно с открытием новых дорог в Чувашской республике, Волгоградской, Ленинградской областях и Красноярском крае. С этим важным событием в режиме телемоста всех поздравил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Один из важнейших проектов – это обход Гудермеса. Это важнейшая артерия, которая существенно улучшит транспортную инфраструктуру Чеченской Республики и выведет транзитный транспорт с улиц города Ойсхара. Хочу отдельно поблагодарить всех дорожников, строителей и проектную команду Чечни, лично Рамзана Ахматовича Кадырова. Они рекордсмены по количеству золотых катков. Это наш знак отличия безопасных и качественных дорог. Рамзан Хаджикадыров в своем выступлении рассказал, что необходимость строительства новой трассы была доведена до Владимира Путина в 2010 году, который, будучи премьер-министром, одобрил проект, что позволило сегодня ввести дорогу в эксплуатацию. Еще в 2010 году я доложил Владимиру Владимировичу Путину о сложной ситуации на федеральной трассе М-29. Она была узкой, пересекала оживленные села, была крайне аварийной и опасной. Будучи премьер-министром, Владимир Владимирович поддержал проект объездной дороги, а затем включил его в свою предвыборную президентскую программу. И как мы видим, свое слово наш президент сдержал, в чем мы и не сомневались. Сегодня наш регион развивается, у нас растет туристический и грузовой поток. По новой трассе за сутки смогут проезжать до 30 тысяч автомобилей. А это значит, что здесь никогда не будет заторов и пробок. Я благодарю Владимира Владимировича Путина за личное внимание к проекту, а также всех, кто принимал участие в строительстве. Спасибо за внимание. Роман Новиков, в свою очередь, подчеркнул командную работу над национальным проектом «Безопасные и качественные дороги», отметив необходимость тесного взаимодействия с региональными властями для решения вопросов улучшения транспортной инфраструктуры. Он также выразил благодарность всем губернаторам за содействие. Хотел бы присоединиться к словам, которые сказаны о работе огромной проектной команды национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Вот сегодня мы вводим несколько объектов, которые решают вопросы обхода населенных пунктов. И именно такие объекты невозможно решать в одиночку без взаимодействия с главами субъектов, с главами муниципальных образований, по территории которых проходят эти дороги. И, пользуясь сегодняшним случаем, в лице сегодняшних глав субъектов, уважаемого Рамзана Ахматовича, уважаемого Александра Юрьевича, Олега Алексеевича,
Андрея Ивановича, тех губернаторов, на чьих территориях мы сегодня открываем дороги, в их лице поблагодарить всех губернаторов, всех 84, а теперь уже и 88 субъектов Российской Федерации, участников национального проекта «Безопасные и качественные дороги». После команды Марата Хуснуллина грузовые автомобили, украшенные российскими и чеченскими флагами, под громкие сигналы начинают движение по автомобильной дороге. В ходе мероприятия глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся работникам региональной дорожной отрасли. За личный вклад в развитие дорожного хозяйства Чеченской Республики орденом Кадырова награжден заместитель генерального директора Дормост Бувайсар Мавлаев. 2010 года мой пачо Рамзан Ахмадович герой России Москва Россия пачай аля юqabaqaytana da'wolini barar 2000 أدنس وده دكابر دحر كونتراكت نون دائما هنا دحر بيشتون بشوش أو نمانينا كيسكس حالينا مصوكي برنا وصل دنا تأخذون تغنا أردن كدير يلسوا هني بيش وده عش بال ديك بنال هالبال ديك بر هالبر يجزس لوكش درج بيركت رمزان أحمد جدو Роман Новиков также отметил вклад работников в развитие дорожной отрасли, вручив им государственные награды и благодарственные письма. Каждый день по Гудермесу проезжает около 30 тысяч автомобилей. Новая трасса освободит городские улицы от транзитного транспорта и повысит уровень безопасности движения. Хава Айдамирова, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В четверг Рамзан Хаджикадыров с инспекцией посетил строительные площадки в Грозном. Глава региона проверил, как проходит реконструкция музея, строительство транспортной развязки и одного из военкоматов. Сюжет Хавы Айдамировой. Начинает инспекцию Рамзан Хаджикадыров с одного из самых важных объектов сферы культуры региона – музея Чеченской Республики. Монолитные работы здесь уже завершены. Глава республики поручил ускорить темпы строительства и завершить реконструкцию в следующем году, который объявлен годом Грозного. Чисто 25 долларов. Чисто Монолитный белош полностью чехту ловит, олеца перепет, а вечер. Китайский полностью белош. Это беда, бар в конце года год Грозного заслан. Доели, чехту. Это была вода. Осоюзный объект, шесть очередей, я и Айшат Кадырова рассказала о планах по установке в музее современной противопожарной системы, использующей порошок вместо воды для защиты экспонатов от повреждений. Также ведется работа по повышению квалификации музейных сотрудников. Музей обычно пожарная сигнализация, хотя картин шум жгалёл, специальность порошок, тушить те пожарные системы, качественно был маезер, да, масо по России бег музей школы. Обчурбел ам бойчу выставка шмоя еза масоцер технологиш амич командуе директор ти yok proyekti. Ja, dat is. Dat is ook iets hè. Dat is als het wordt daar bij dan. Zo dat is goed. Хамелу проблемы, Вова. Да, Далее глава республики посетил новую транспортную развязку на проспекте имени Владимира Путина. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров доложил о готовности объекта к открытию. Что думаешь? Все, год Грозного, да. Дойдух районаду, хар именно хар развязка. Келло район город соединение, да, его шматок. Домаш халдов. Шарик график це был добрый шматок. Каждый марш. Первый надо. Последний этаж халёч монуш. До ладик между груз. Уже он бьешь вот представник рабочий. Jetzt da ist Lust auf halbe Domas ist der dritte Nacht als der halbe Lust ist halbe Lust. Ich habe da in Ukraine Schatz und ich каждый шесть дом для Бога что. Долго гуштаки, корте, то что ду, цатер цадик номери.
В завершении поездки глава региона посетил республиканский военкомат, где обсудил с военным комиссаром Русланом Нумхаджиевым структуру ведомства. Рамзан Хаджи Кадыров поручил проработать вопрос о переносе военкомата на новое место, так как рядом строится крупный религиозный комплекс. Административное здание, второй отдел еще мобилизационный ресурсы и учитывать ящи соцотдел и антиц объект нужно белшбиш царь шайр льгоч ящи это и один еще вы болтаешь спортзале почал тэквондо и рукопаш здание вы призывной пункт армия шашодак вот оттуда призыв первый этаж второй, третий этаж в казарменное положение, лобиющий чалватич, шайки. Ишь не столярчик столовую, они питаются цикча. Чанаву живую, ча? А? Чанаву будешь? Бу. Мы быстрее, ча? Хит в данный момент сам вас призыв даял. Дугал гущега, военно-врачебную комиссию. ВВК, Люшпу цикча, который проверяет, диагностирует шабу нахуй идящих. Хуля, я хагу шек, он хабается тот. Медведев, Хаилер, пункт отбора Ювы, где армия была по контракту должна быть, цигиштах и жашбуклы. Мы создание 4 покашен, где положение, хлыст, хока вещи, почти шутся, дух вещи, чуть-чуть жашбуклы, цигит, а вы кайчами, я kan кайч мета, что спутин я لا دو حاجة لا عشان ده كان كونه في الميزة تشمت في بعد دي عيال نصر ضيعوا شو بقوم خوش نضيع وريان خلاص ما عاد الزين حاجة عادي يلا تعوض شو هذا وقعدوا كده حاجة يش بابا يشتغل. Глава республики остался доволен ходом работ на осмотренных объектах. Он подчеркнул, что столица демонстрирует устойчивый рост, преображаясь и становясь более современной. Хава Айдамирова и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном прошла итоговая всероссийская конференция Координационного центра мусульман Северного Кавказа «Единство народов России. Основа безопасности Отечества». Мероприятие посетили представители духовенства из разных регионов страны. В ходе конференции прозвучали доклады о важности общенациональных ценностей нашей страны, а также приняли резолюцию. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Имам мечети Аль-Асхар из Египта шейх Махмуд Абудаев Ан-Наджар читает аяты из священного Корана. С этого богоугодного дела начинается итоговая всероссийская конференция Координационного центра мусульман Северного Кавказа «Единство народов России. Основа безопасности Отечества». Мероприятие привлекло большое количество участников с разных регионов страны. С приветственным словом выступил председатель Совета алимов Республик Северокавказского федерального округа Хож Ахмед Хаджи Кадыров. Мы делаем еще один шаг в виде этой конференции к тому, чтобы укрепить наше единение, наше единство в многонациональном государстве России во имя свободы, во имя процветания народов, всех народов, проживающих в нашем большом государстве России. Перед гостями выступил муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. С сентября этого года он также избран председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Главная ее цель – это поддерживать единство, чтобы противостоять внешним врагам нашего государства, отвечает духовный лидер республики. У нас богатая культура, большое государство, где очень много этносов, народностей, конфессий, религий. И нас всех объединяет одна большая страна, это страна Россия. И нас всех объединяет наша большая культура, это общечеловеческие ценности. В этом мире мы видим, что ведется борьба против всех ценностей.
всех ценностей, религиозных, духовных, нравственных, семейных, общечеловеческих ценностей. В ходе конференции орден за служение религии ислам первой степени вручили хож Ахмед Хаджи Кадырову за большой вклад в укрепление исламских ценностей. За значительный личный вклад в дело укрепления религии ислам и защиты ее ценностей наградить орденом Духовного управления мусульман Чеченской Республики за служение религии ислам первой степени Кадырова хожа Ахмед Хаджи Жабраиловича, председателя Совета Раввинов Северо-Кавказского федерального округа. Медали за утверждение духовных ценностей от Координационного центра мусульман Северного Кавказа вручили официальным лицам республики, руководителям СМИ региона и представителям духовенства. Помощника главы Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Дудаева Ахмеда Махмудовича. Отличившихся сотрудников СМИ региона наградили благодарственными письмами от Духовного управления мусульман Чеченской Республики. Почетной грамотой Духовного управления мусульман Чеченской Республики награждается заместитель генерального директора по внешним связям телерадиокомпании «Путь» имени Ахмада Хаджи Кадырова Сулейманова Камета Магомед Аминова. Гость конференции, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Анатолий Валикжалин отмечает, как важно сохранить единство в это непростое для страны время. Сегодня враги нашей страны практически перестали скрывать то, что в стремлении нанести ей максимальный ущерб, основной точкой приложения своих усилий, они выбрали межнациональный мир и межрелигиозное согласие. И поэтому, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, огромное значение имеет не просто единство народов России, а единство осознанное, единство, пропущенное через сердце. Владимир Путин всегда подчеркивает единство многонациональной и многоконфессиональной страны как одно из главных достоинств России, говорит начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин. Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно, учитывая сложную ситуацию в стране и в мире, подчеркивает, что главное достояние нашего многонационального и многорелигиозного народа – его единство. И тот, кто выступает против этого единства – враг России, враг нашего народа, враг всего человечества. О том, как в Чеченской Республике в мире и согласии живут различные национальности и конфессии, рассказал помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В Чеченской Республике в мире и согласии проживают представители 88 национальностей, представители разных конфессий. За последние 20 с чем-то лет у нас не зафиксирован ни один конфликтный инцидент на почве межконфессиональной розни. Для этого выполняется комплексная работа в Чеченской Республике. Во-первых, ключевую роль в этой работе играет духовенство. Все имамы населенных пунктов и наряду с ними настоятели православных храмов республики, они обеспечены заработной платой из благотворительного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова. Мероприятие организовано Духовным управлением мусульман Чеченской Республики и Координационным центром мусульман Северного Кавказа при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Конференции из-за России почалха деяштол эмнеше сабарт болушхилар сакюксанна самого болушхилар Барт больше методел, какие-то хулдеры, что модельче барт больше методел, какие-то хул, барт больше метяха, питанца хул, барт больше метяха, когда иметиглар вошу. Сондера масса шесть дош олуш остается на конференции, даягна дел какие-то принятые резолюции от сокаха. взаимодействие,
Конференция стала важной площадкой для обмена опытом и выработки совместных инициатив, направленных на укрепление межнационального согласия и гармонии в обществе, отмечают участники. Во все времена единство народа это было основополагающим для перспективы этого народа, для строительства, для всего, для стабильной жизни, для общества. Россия почалка, тол халкаш, бусул бнах, ахмасу сагат что адамы низон я багон я машрях адмиш дахита воши мухилдиз мухлилодиз и идущ. В конце конференции была принята резолюция, которая регламентирует важность сохранения единства, выражает поддержку руководству страны и вооруженным силам в проведении специальной военной операции, призывает усилить взаимодействие при выведении богословско-правовых заключений. Попрошу вас рассмотреть возможность и предлагается принять его за основу. Прошу вас, всех участников конференции, проголосовать по данному вопросу. Кто за? Если в зале против, воздержавшиеся, спасибо вам за единогласное принятие проекта резолюции за основу. Завершая конференцию, здесь провели церемонию вручения сертификатов о прохождении теоретического и практического курса по разновидностям чтения священного Корана. Халима Шахидова, Юсуп Эжиев, Хаджи Мудаев, Аслан Мисхаев. Неделя. В селе Новолакское Республики Дагестан отреставрировали старинную мечеть. Ранее на ее ремонт был объявлен сбор. Узнав об этом, Рамзан Хаджи Кадыров поручил оказать финансовую помощь. И вот святыня наконец открыла свои двери. Торжественную церемонию посетили чеченские богословы. Подробнее в сюжете. Местную мечеть помнит не одно поколение села Новолакское. Она прошла множество испытаний и давно нуждалась в ремонте. На реставрацию святыни был объявлен сбор. Узнав об этом, Рамзан Хаджи Кадыров поручил оказать всю необходимую помощь, благодаря чему Дом Всевышнего обрел совершенно новый облик. Hüjürşler, sağın humyalar, nahan godar, Ahmet Hacınek, dalma dinnek buqda, deylnek buqda, daltя берегтевил. Сегодня мечеть вновь открыла свои двери. Торжественную церемонию посетили известные богословы Чеченской Республики. В их числе советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Он рассказал о большой награде тем, кто возводит дома Всевышнего. شحشكح أجر دقية شال متجش مجدجش دو ألا دا دقية شال متج جنينة تخان ديال أهيتنس دا لإشتا بركتي خيوداش داش حيلشكح بركتي مجدجش جوش دولش بركتي حجرش جوش يولش دا صقات وين سجوج خز برتاح دولش ديال سعوراح يلش بقوراح عليه الصلاة والسلام. Вместе с мечетью в селе открыли новый сквер и улицу, названные в честь первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Разрезав красную ленту, гости осмотрели святыню. Одновременно здесь смогут молиться до 1000 человек. Перед началом джумма намаза собравшиеся прочитали маулид, восхваляя посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. В своей пятничной проповеди известный богослов Аслан Абдуллаев привел хадис Аль-Кудси, призвал верующих быть едиными, любить друг друга, уважать и никогда не забывать Всевышнего.
شالخ لح أحشالخ حون شاكر وروحون طبعا يرماجدك حد يقول له الشاح تصل متو قميل داتس عيورت باخر خوش بصر ناخ لخير يرماجدك دال سان كرق ديتنا يرماجدك سو كيف بر دنيا داخر يح إديل ويلخح إديل كرور هو لخلح بو دال قي حديث قيد عبو دال لخلح شاكر وروحون هو حاغنش ليقح سبيزم كرور بوين هو تداشر ليقح عسل كرور يوين أما بقدو ووشي مارشة دولش ووشي داشش دولش ويديل لخي ديل كرور وين ديل تلخي وين ويلخني كرور دوين بو. В честь богоугодного события всем собравшимся раздали пакеты с садакой. ديل هسم ايجن خزيل دعوتنا وقيرتا حق شهرها هر ايش دعوتر بركته ديل انقيتمس وسيلا ليرمي قران والله شو وشول رمضان حجو دلا حرماج دقه دلس چوغ سوشا دي خرج دشه حرماج دق اشتادر درخ شيخ بعن خيل وشولو وديك وشه وفتحي الور وشولو هر اسم راد سوشا دي ترى حمدي تريه ينيوشول أبي وليني تعزبرهم أقول لي شوم دي أشغلشي فتشعي خاخ إنا كتوخي دعياقة بتكلوش إردو خوي دو حدث بي سدي زش كيش دالور دوي شيء إيه ما ياق حدين ميلو ديش ودين بوصل برشو إردو أشعلج أوديك نقدرش بسبراد وتر أودي خردنا شيء محكح شيء يرتاح شيء نجوا بوقت واحد أما بردزلا در قرب لحار الخلدي خردين أقوى فرد الله ده شيء تأيق رمضان حاجي بركة وهرة بس خلاص الله ده ديكنس بيقام بولسنا ديل رئيس خلصون ديل ديكنس بيقام بولسون حق داغستاني عشخلر خط دق استنا دات هر بيرو ماجدك دات باچ حق داغستاني عديش осмерт бошур тахдина дуq маждик дел рейс хелсон. Руководство Чеченской Республики при финансовой поддержке регионального общественного фонда помогает не только в реставрации мечетей за пределами региона, но и в строительстве новых. Помощь приходит незамедлительно, тем более, когда в ней нуждаются жители соседних братских республик. Халимат Шахидова, Мухаммад Джамулулейла, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. В Марокко приняли закон, согласно которому домашний труд женщин приравняли к вкладу в общее имущество. А в Сирии новые власти пообещали восстановить сожженную рождественскую елку и наказать злоумышленников. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». В Сирии вспыхнули протесты христиан после поджога рождественской елки в городе Скальбия. Это вызвало возмущение и требование защиты прав религиозных меньшинств. Тысячи людей вышли на улицы крупных городов с крестами и флагами. Представители группировки Хаят Тахрир Аш-Шам, запрещенные в России и признанные террористической, заявили об аресте виновных и пообещали восстановить поврежденную елку. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и опасения за безопасность христиан, которых в Сирии около 10%. В США активисты движения за бойкот Израиля провели акцию, разместив фальшивые рекламные плакаты известных брендов, таких как Starbucks и Макдональдс. QR-коды на плакатах вместо общественных скидок вели на изображение страданий в Газе, чтобы привлечь внимание к конфликту и призвать к бойкоту. Акция быстро распространилась на другие страны, где сторонники также расклеивали переведенные плакаты. Активисты заявили, что хотят напомнить потребителям о связи их покупок с конфликтом и призвать поддержать жителей Палестины. Домашний труд женщины – это вклад в общее имущество, а значит, ей гарантирована доля в случае развода или смерти мужа. Такой закон приняли в Марокко. Масштабную реформу семейного кодекса провели по указу короля Мухаммеда VI. Она направлена на укрепление прав женщин и обеспечение справедливости в семье. Реформа также вводит принцип совместной ответственности супругов за долги и укрепляет опекунские права матерей. Эти изменения, основанные на исламских принципах и современных реалиях, делают Марокко лидером в области умеренного шариатского правосудия.
Снежный шторм в Боснии и Герцеговине оставил без электричества более 100 тысяч человек, в основном в западной части страны и Республики Сербской. В городе Дрвар объявлено чрезвычайное положение, где 17 тысяч жителей отрезаны от внешнего мира из-за заблокированных дорог и более чем 2-метрового снежного покрова. Поставщики электроэнергии ведут работу по устранению обрывов проводов, но ситуация осложняется продолжающимися снегопадами. Объявлен красный уровень опасности. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Духовном управлении мусульман республики состоялась встреча советника главы региона муфтия Салаха Хажи Межеева с заместителем командира 141-го специального моторизованного полка Росгвардии Лом Али Удаевым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия и заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на духовно-просветительскую работу и патриотическое воспитание военнослужащих. Представители духовенства будут посещать военнослужащих, проводить беседы и лекции на темы религиозного просвещения. Del duha shie pachal khidlar yesh ervel osh volstag khniet del duha dol sa shie koyosush iza dal sul mo yalla on archiz ribati alor shush shie pachal khidlar yoshosag shie qom masholar yoshosaga urin din amar khansh qobsh boysan ibadat shol shon terwizalla osni yaqal khilah qimat yaqachot yal yazirutsunalla sondera مسو أورزاء مدرسة خلر قهيجر بريش سكوكسن خلر إذا ويقعدولش طول حال دويز ويقيت أخ تيجي عاد شيء بابو بس خلوش دالا تحبيكتي يقول. В Русском драматическом театре имени Лермонтова прошло праздничное представление «Новогоднее чудо». На него пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья. Им показали полюбившуюся многим русскую сказку «Морозко». Sonuç o xazı xeytir, sonra personaj yukarı, Ivan'la ayıca xaz xeytir. Сухал хажир по телевизору, соны тапкая, о xaz xeytir. Организаторами мероприятия выступили Республиканская организация Всероссийского общества инвалидов совместно с Главным бюро медико-социальной экспертизы. После спектакля каждый ребенок получил новогодний подарок от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В региональном отделении Союза женщин России подвели итоги года. В частности, обсудили итоги мероприятий, посвященных Году семьи и Году истории. Во встрече принял участие помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Удаев и представители общественности. نوع شوا بيرش بوله ويجري ويبلغنا وستي وينان وي زودري يحيولش دونل دولش مير بولش نوع زودري شيء سيلر ديش خشش نوع خلر ديش да им حبيحكن بو. Также прошла церемония награждения активных участниц Союза женщин России. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю и хороших вам новостей.